Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня пообщаемся с духами вашего рода. Попросим дать вам наставления, советы, возможно, даже и просьбы. Если вы готовы к такой теме, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о том, что в вашей жизни происходит, о том, что было в вашей жизни, на что надеетесь. Мысленно, либо вслух попросите духа вашего рода с вами пообщаться, дать вам хорошие наставления, полезные советы, ну и если есть просьбы, конечно же, вам передать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, что духи рода хотят вам сказать и передать. О чем, возможно, даже попросить. Так, ну что, мои дорогие, духи слышат, духи пришли. Духи говорят, что вас любят. Тут вышло сердце, вас любят. Да, в сердце есть, скажем так, моменты недопонятости. Не всегда вас понимают, не всегда понимают, какими дорогами вы идете, не понимают вашу излишнюю, я не знаю, там, жертвенность, настроенность, да, на жертву, на непринятие даров, которые дает вам Вселенная, судьба, на отказ от каких-то достижений ради других людей, либо вот вы говорите, да, вот у меня дети, да, я должна там терпеть ради детей, потому что там детей нужно на ноги ставить. То есть вас очень прям таки за это ругают, за то, что вы не стремитесь именно к своему счастью, чтобы быть счастливой. Вам говорят: ты и умная, ты и красивая, ты и способная, и мы с тобой всегда рядом. Мы защитим тебя от всех неприятностей, мы защитим тебя от всех бед. Но ты и себя должна полюбить, ты к себе должна хорошо относиться. И если ты будешь и дальше продолжать жить вот такой жертвой, причем, знаете, ваша жертва, она ведь никому не нужна по сути. Да, вы жертвуете просто так из собственного какого-то вот прям собственной установки, то жизнь твоя будет достаточно сложной и беспокойной. И не надо попусту, ну, скажем так, обращаться к высшим силам и возносить руки вверх и спрашивать за что. За что, знаешь сама. Ведешь себя ты, ну, скажем так, для себя очень деструктивно и очень токсично. Сама себя травишь. Они говорят, что у вас есть любовь и вторая половинка. То есть вам по жизни предписано. Это совершенно человек, который, ну, вам не знаком на сегодняшний момент. Это человек, скорее всего, он другого рода, национальности, может быть, даже веры. Вы не похожи внешне, но вы очень похожи изнутри. И вы сейчас еще друг друга, ну, скажем так, ну, не знаете, да? Он, смотрите, отвернут, вы отвернуты, но вас объединят в единое целое. Это произойдет, это случится. Это то, что высшие силы и духи договорились и делают для вас. Здесь, смотрите, у нас тут знак Троицы прям вышел, да, который говорит о том, что здесь три силы работают над тем, чтобы вот этот брак, этот союз был удачным, успешным и полезным, как и для вас, так и для Вселенной, так и для духов и вашего рода, и рода мужчины, который должен стать вашим спутником, вашим партнером. Смотрите, здесь есть момент, ну, скажем так, нижних сущностей. Вот вышел такой чертенок у нас здесь, да. И этот чертенок, он вас беспокоит. Периодически вы можете ощущать на себе какие-то странные моменты, когда вас просто как выворачивает наизнанку. Какие-то, может быть, агрессивные моменты вы за собой чувствуете. Также вы можете чувствовать моменты жутких сомнений, переживаний вот именно относительно себя, своей личности, своей персоны. Вот этот чертенок, он, ну, как сидит у вас за плечом и вами играет, вами манипулирует, потому что видите, какие у него привязочки, нитки к вам идут. Дергает он за эти ниточки и вас, ну, просто вот, да, в разные стороны. Вот вы видите, человек висит, да, причем висит вверх ногами. Вы висите вверх ногами, и он дергает вас за веревочки. Видите, как страшно здесь вышло. Вас хотят предупредить, что с ним нужно побороться. Его нужно согнать, да,
выгнать из себя. Вот. И поверьте, вы гораздо сильнее. Смотрите, какой он маленький, какая вы большая. Да? Ой, у меня прям рисунок нарушился. Извините, простите. Вы большая, он маленький, и он не может вами вечно играть. Да? Вы пока ему позволяете, пока вы вот идете на этот путь самосожаления, самобичевания, опять же таки, вот я плохая, и с другой стороны, ой, мне же жалко, да, мне же себя жалко. Вот он играет вами, причем он становится все больше и больше, он растет, он вами питается, он вами живет. Мои дорогие, пора избавляться, нужно взять ножницы и вот отрезать все эти веревки, чтобы он больше вами не манипулировал. Кстати, этого чертенка вам могли просто подселить. Подселенец такой может быть. Знаете, от кого? Подселенец от черных глаз, от ненависти. Есть вот женщина, которая пытается вас всеми силами, я не знаю, как она, ваша соперница, что ли, да, пытается вас, ну, я не буду говорить это слово, не хочу, не могу, нейтрализовать, вот. Ну, кто понял, да, вот что конкретно она хотела бы, да, в общем, нейтрализовать. Вы ей мешаете, вы у нее как кость в горле. Она вас просто вот прям аж ненавидит, ненавидит. За что? Сама не знает за что. Накрутила себя на ровном месте на вас. Она всех ненавидит, а вы у нее, ну, как бельмо на глазу, потому что вы красивая, потому что вы умная, потому что вы, понимаете, вы сильная, вы на людях всегда улыбаетесь, вы ни одному человеку не пожаловались, да, на свою там тяжелую судьбу и жизнь. И вот кажется, да, ей, что вы прям, ну, цветете и пахнете, да, и прям по жизни вам только одни розовые лепесточки, да, под ноги стелятся. А то, что вы, извините меня, по шипам идете, она этого не видит. Ну, потому что вы, да, вы лишний раз и не скажете о том, что вам тяжело, и помощи вы ни от кого просить нигде не будете, потому что слишком и гордая, и ну, привыкли вы быть самостоятельной, понимаете? Вот эта женщина, вредитель прям, она вот прям под скорлупой сидит, да, у нее личина такая, знаете, не пробьешь ее, прячется, истинного лица своего не покажет. И будет, знаете, это может быть и подружка ваша, которая в дом ваш хож, и она что-то вам там оставила, понимаете, вот прям идет, что она что-то оставила, и она, смотрите, как она вас держит, да, она вам ноги, видите, вот ваши ноги, она их завязывает, она может прям и психологически влиять, да, говорит, что, ой, да не надо тебе этого делать, да не надо тебе туда идти, если там какой-то мужчина появился, может сказать, ой, да он там алкаш, и он плохой такой, я вот слышала о нем, знаете, вот как прибивает вам все, чтобы вы там не хотели сделать, поехать, узнать, там для себя сделать, она всегда найдет причину, как бы вас отговорить, потому что завидует очень сильно. Она типа, я вот твоя подружка, я там, не знаю, с тобой хочу, для тебя хочу, а на самом деле, ну, мерзопакостный человек, что тут скажешь. Вот такая она есть. Так что, кто узнал эту подружку, а знаете, какая у нее особенность? Она сутулится. Вот она прям сутулится, у нее прям как так, ну, не знаю, какая-то вот особенность, да, сутулая она. И волосы у нее средней длины. Скорее всего, вот она их как-то наверх убирает, да, либо пучок носит, либо у нее так вот прям, ну, наверху волос почему-то вот такой идет. Вот. Одевается она как-то скромно, но любит красивые вещички, но себе как-то не позволяет. Вот эта женщина очень неприятная. Высшие силы и духи вашего рода говорят, что она вам вредит. Прям вредит, но это ваша задача разрубить с ней связь, потому что вы ее жалеете, потому что считаете, что она действительно ваша подружка, которая вот прям самая-самая. А вы ей, может, даже что-то там обещали, да, что вы будете там вечно дружить, будете ее вечно поддерживать. Она пользуется в энергетическом плане вот этим обещанием. Так что, девочки, кто узнал ее, гоните прочь, избавляйтесь. Чем меньше вы будете видеться, чем меньше вы будете разговаривать. А вы, кстати, замечали, чем меньше вот вы с ней общаетесь, тем лучше в вашей жизни происходит, вот прям, ну, как солнце всходит, да, в вашей жизни. То есть ситуации, когда она далеко, не вхожа в ваш дом и нету вот контакта с ней, вот личного контакта, у вас улучшения идут. Как только она возвращается в вашу жизнь, входит в ваш дом, вы с ней вместе встречаетесь, общаетесь, сразу вот какой-то прям негатив на вас идет. Так, здесь у вас гвоздика вышла, но гвоздика, она в горизонте лежит. Гвоздика — это знак успеха. Знак успеха — это знак достижения. Вам нужно эту гвоздику, ну, скажем так, поднимать вверх. Вам
Духи вашего рода говорят, что ты молодец, тебе передались наши способности, наши возможности. Прям все, что мы копили столетиями, все это тебе передалось. Вы можете стать очень успешным человеком на работе, в делах, в своих каких-то вот продвижениях. Бизнес свой, что ли, открыть, либо делом любимым заняться. У вас все получится. Но вы должны понимать, что вы немножечко от этого отходите, потому что не верите в себя. И опять же таки, вот это неверие, безверие даже, да, уныние очень сильно обижает духов вашего рода, потому что они не такие, они все очень сильные, мощные люди. Они такое пережили, такие испытания прошли, а вы по сравнению со всеми с ними, да, живете просто прекрасной какой-то царской жизнью, при этом постоянно жалуетесь. Вот прям не любят они, что вы жалуетесь. Там мужчина есть такой прям сильный мужчина, он прям, я не знаю, то ли он какой-то был старец какой-то особенный, да, вот он прям такой злой, он прям такой говорит, ну как это может быть? Как это может быть? Ты живешь, у тебя все есть. Почему же ты ничем не пользуешься? Бери, мы тебе даем, пользуйся. Нет, вы занимаете такую позицию, да, маленькой девочки. На самом деле вы не девочка, вы амазонка, вы воин, понимаете? Вот кто вы. У вас такой сильный род, такие сильные духи идут. И ваш внутренний дух, он тоже очень-очень сильный. Но вы прямо его, я не знаю, изнежили, что ли, да? Он у вас вот, ну, прям, не знаю, в маленьком розовом платьице сидит, да, и кушает там леденец, да, на самом деле он не такой, на самом деле, там, я не знаю, за спиной меч у него торчит, понимаете, вот такой момент. Так, еще, что вас хотят попросить? Во-первых, здесь прям идет такая огромная просьба, рыбку хотят, рыбку, прям такую какую-то, я не знаю, это, так, рыбка, что ж ты за рыбка такая? Девочки, ну рыбка похожая, не знаю, то ли какой-то карась, то ли окунь какой-то. Это рыба не морская, это рыба речная. Рыбки хотят ваши покойные. И знаете, хотят вот именно жареные рыбки. Если вы... А вы знаете, какой рыбки они хотят, потому что эту рыбку вы тоже либо вы любите, либо кто-то вы видели из вашей семьи любит. Вот прям тут несколько человек хотят именно эту рыбку, чтобы вы вот прям пожарили рыбку и покушали, а они с вами покушают. Когда будете кушать, скажите, что я разделю эту трапезу с духами моего рода. Пожалуйста, приходите, угощайтесь. Угощение на столе. Позовите их и покушайте, подумайте, да, о своем роде. Здесь им будет очень приятно от этой рыбки. Еще, смотрите, кроме рыбки хотят они сладенького. Тут идут пирожки. Пирожки идут, и пирожки, ну, сладкие. Не мясо, не лук с яйцом, не рис, а именно сладкие пирожки. С чем сладкие? Ну, вы уж по вкусам своей семьи ориентируетесь. Но мне прям идут сладкие. Может быть, с яблочком, может быть, с вишенкой. Может быть, ну да, либо яблочко, либо вишенка, либо, ну да. Это какое-то повидло, что ли? Нет, там что-то другое, это не повидло. Это какие-то сухофрукты. С чем-то сладким, девочки. Вот вы, ну, знаете свои семейные, да, традиции. Вот те пирожки, которые делают у вас в семье, тут еще пирожки какие-то странные. Какой-то странной формы еще идут. Вот именно это хотят, от вас просят, да, чтобы вы сделали, покушали, если есть возможность, там даже могли бы в храм отнести, ну, за свою семью, за своих духов, предков, да, за умерших, усопших, оставили на поминальном столе. Знаете, очень хотят вам помогать, очень хотят помогать активно, но вы не часто к ним обращаетесь, вы не часто их призываете. А если вы их не призываете, вы не позволяете им свободно ходить, да, по каналам туда-сюда. То есть канал настолько узкий становится, что совсем маленькая такая струечка энергетики может от них прийти вам, там, я не знаю, в подсказочку, либо в помощь. Чем чаще вы будете вспоминать своих усопших, тем больше вы будете, ну, скажем так, да, открывать этот канал, вплоть до того, что может даже портал образоваться. И тогда они будут чаще к вам приходить, помогать, наставлять и делиться с вами. Понимаете, тут такая огромная мудрость у них набрана, да, накоплена, что, конечно же, они хотят с вами поделиться. Ведь в прошлом ваш род и выживал за счет вот этой вот родовой мудрости. Люди долго помнили, годами помнили своих родственников, усопших, и всегда поминали, прям поименно всех знали на несколько поколений назад. Вот, и пользовались тем, что
Тут их и защищали, и лечили, и прям мысли умные давали. А вы вот как будто бы подзабыли. Это даже не с вас началось, это, скорее всего, с ваших дедушек и бабушек уже началось, когда начали забываться корни с земли родной, скорее всего, вот прям с места силы вы как-то сошли, ваши бабушки, дедушки, так и все. И пошла вот это вот разрыв пошел, да, уменьшение вот этих родовых каналов пошло, сужение. Так что, мои дорогие, если есть возможность, ездите на место, где ваш род жил, прикоснитесь к той земле, а лучше возьмите с собой и привезите, пусть у вас дома хранится. Не знаю, посадите на этой земле цветок, либо в горшок с цветком добавьте, да, чтобы у вас всегда была связь с вашей родовой программой, да, с вашим родом, с вашей семьей. Через землю пусть будет связь. Может быть, там деревце какое-нибудь, да, выкопайте маленькое, перевезите себе на дачу, посадите, либо около дома, да, чтобы у вас вот прям, связь это была энергетическая. И знаете, будет вам большая польза, будет вам большая радость. Так, мои дорогие, буду делать еще такие, наверное, гадания позже, потому что гадание, на мой взгляд, очень полезное. Вот, вам же я желаю всего самого наилучшего. На этом все. Всем пока-пока.